Рамадан на канале Аль-Атисам 1445 года по хиджре. Бисмилля, альхамдулилля, вассалату вассаляму аля расулилля, ва аля алихи ва асхабихи, ва ман валя, амма ба'д. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Дорогие братья и сестры, прошу Аллаха Субхану ва Тааля, чтобы Аллах принял ваши поклонения, которые вы совершаете в этом месяце, чтобы Аллах Субхану ва Тааля сделал вас, ваших близких, родных, всех, из числа тех, кого Аллах Субхану ва Тааля освобождает каждый день и ночь в месяце Рамадан. Амин. Сегодня хочу рассказать один хадис посланника, саллаллаху алейхи вассалям, где содержится угрозу тем людям, которые не по праву проявляют гордость и ходят гордоливо по земле. Посланник в хадисе, который передает Абдуллах ибн Мас'уд, ради Аллаху анху, сказал, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Не войдет в рай тот, у кого в сердце есть высокомерие хотя бы на вес пылинки. Не войдет в огонь тот, у кого в сердце есть вера хотя бы на вес пылинки». Человек, у которого мithqala dharra, даже зернышко горчицы, у кого есть в сердце гордость, он не войдет в рай. И также человек, у которого столько же есть вера в сердце, он не войдет в ад. Сперва давайте, братья, разберем, что такое гордость, которая препятствует, чтобы человек вошел в рай. И как нужно понимать этот хадис. Один из присутствующих людей, когда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал эти слова, спросил: «Я Расуль Аллах, я люблю, чтобы у меня и одежда была красивой, и обувь была красивой». Посланник, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Поистине, Аллах красивый и любит красоту. А высокомерие, которое препятствует вхождению в рай, а высокомерие, сказал пророк, саллаллаху алейхи вассалям, это отвержение истины и унижение людей». В другом хадисе, это хадис передает имам Муслим, в другом хадисе Ибн Мас'уда, ради Аллаху анху, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, хадис, который передает Тирмиди, Абу Дауд: «Не войдет в рай тот, в сердце которого есть высокомерие весом с пылинку». Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал в другом хадисе, который передает Тирмиди: «В день воскресения высокомерные будут воскрешены с размером в муравья в образе людей в качестве воздаяния. Они превозносили себя в этом мире без всякого права на это. Воздаяние бывает из рода дел. Вот какие человек совершает дела, вот такое же наказание бывает. И Аллах Субхану ва Тааля их унижает, делает мелкими, как муравья в образе людей». Согласно хадису посланника, саллаллаху алейхи вассалям. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, рассказал о том, что Всевышний Аллах сказал, хадис аль-Кудси: «Величие мой изар, а гордость это моя накидка. Я брошу в огонь того, кто будет соревноваться со мной в этом», сказал пророк Аллах Субхану ва Тааля. Хадис аль-Кудси передает Муслим, Абу Дауд и другие от Абу Хурайра, ради Аллаху анху. Также передают Абу Хурайра, да будет доволен над ним Аллах, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Некогда рай и ад поспорили между собой. Ад сказал: меня выбрали как место для высокомерных и несправедливых. Ад – место для высокомерных и несправедливых. Что же касается рая, то он спросил: а почему же в меня не войдет никто, кроме слабых и незаметных?» Хадис передают Бухари и Муслим. Вот что означает, братья мои, вот не войдет в рай тот человек, у которого в сердце есть гордость весом на пылинку. Что такое гордость, братья мои? Любая ли это гордость? Любит одежду красивую, обувь красивую. Считается ли это гордостью? Препятствует ли это вхождение в рай? Согласно хадису пророка, саллаллаху алейхи вассалям, гордость – это надменность по отношению к истине. Когда человеку говорят истину, он приводит ложные доводы, он проявляет высокомерие. Его высокомерие не позволяет ему принять шариат Аллаха. Он превозносится над шариатом Аллаха. Он отвергает от своей гордости то, что вменил Аллах Субхану ва Тааля в обязанность, и то, что Аллах запретил ему. Это и есть первая гордость, которая была проявлена на этой земле, на небесах и на земле. Когда Аллах Субхану ва Тааля приказал всем ангелам
пасть ниц перед Адамом, все ангелы, кроме Иблиса, пали ниц, сделали сажду Адаму, кроме Иблиса. Иблис возгордился. Эта гордость привела его к тому, чтобы он ослушался Аллаху. И это стало причиной того, чтобы Аллах его выгнал и сделал одним из тех, кого он проклял. Что же означает слова посланника, саллаллаху алейхи вассалям, не войдет в рай тот, у кого есть сердце высокомерия хотя бы на вес пылинки? Имам ан-Навави сказал, у ученых есть два мнения относительно этого хадиса. Первое мнение – гордость, которая толкает человека к неприятию истине, он не войдет в рай, если умрет в таком положении. Второе мнение – когда человек будет заходить в рай, у него в сердце не оставляет Аллах гордость. Человек заходит в рай без гордости. Это два мнения, сказал имам ан-Навави, далекие от истины. В хадисе пришел запрет, он рассказывает правильное понимание этого хадиса. В хадисе пришел запрет о презрении по отношению к людям, пренебрежительное отношение к ним и надменность перед истиной. Вот об этом говорится в хадисе. Гордость, что такое гордость? Это надменность перед истиной, пренебрежительное отношение по отношению к людям. Возносить себя над остальными, себя видеть выше, чем другие. Это и есть гордость, о котором говорит Аллах, о котором говорит посланник, саллаллаху алейхи вассалям, в этом хадисе. Так имам ан-Навави говорит, также говорят, таково наказание гордоливого человека, если Аллах воздаст ему по заслугам. Но может быть Аллах облагодетельствует его тем, что не воздаст ему по заслугам, поскольку каждый единобожник войдет в рай, либо вместе с теми, кто войдет туда первыми, либо же он получит наказание за свои грехи, и после этого Аллах его очистит, и он войдет в рай. Также говорят, говорит имам ан-Навави, гордый человек не войдет в рай вместе с первыми. А что касается слов пророка, саллаллаху алейхи вассалям, не войдет в огонь тот, у кого в сердце есть вера хотя бы на вес пылинки, здесь имеется в виду, что этот человек не будет гореть в огне, как кафир. То есть вечно он не останется в огне. То есть несколько мнений относительно этого хадиса. Одни сказали, что человек, когда входит в рай, у него в сердце не бывает высокомерия. Это одно из мнений. Второе мнение, что Второе мнение – это когда человека толкает гордость к неприятию истины и к унижению людей. Также есть другие мнения, которые говорят, что он не войдет в рай вместе с первыми, которые войдут в рай. Это все мнения привел имам ан-Навави у себя в Шарх Сахих аль-Муслим. Сказал шейх аль-Ислам ибн Таймия, рахимахуллах, гордость, которая побуждает человеку, чтобы он не принял иман, чтобы он не уверовал. У кого есть такая гордость, он не войдет в рай, как об этом сказал Аллах субхану ва тааля в Коране. «Инна алладина ястакбируна ан ибадати саядхулуна джаханнама дахирин». Воистину те, которые превозносятся над поклонением мне, войдут в гиенну униженными, сказал Аллах субхану ва тааля. Из этого рода гордость Иблиса и фараона, и других, у кого гордость мешала им уверовать в Аллаха. Также из этого рода гордость иудеев и гордость тех, о которых Аллах субхану ва тааля рассказал нам в Коране. «Бада ауду биллахи мина шайтанир раджим. Афакуллама джаакум расулун бима ла тахва анфусукум истакбартум, фафарикан кадзабтум ва фарикан тактулун». Неужели каждый раз, когда посланник приносил вам то, что было вам не по душе, вы проявляли высокомерие, нарекали лжецами одних и убивали других? У кого есть в сердце капли этой гордости, которая препятствует человеку принять истину, которая толкает человека к надменности перед истиной и к презрению по отношению к людям, он не из обитателей рая, сказал шейх аль-Ислам ибн Таймия. Ибн Уthаймин, рахимахуллах, комментируя это слово посланника, саллаллаху алейхи вассаляма, сказал: смысл хадиса «не войдет в рай тот, в сердце у которого есть высокомерие весом в пылинку». Гордость, которая препятствует человеку войти в рай, делится на две части, сказал Ибн Уthаймин. Первая часть: если его гордость приведет его к куфру и выходу из ислама,
Как, например, он возгордился над шариатом Аллаха. Ему говорят: давайте засудим между нами согласно шариату Аллаха. Он не принимает этот шариат, он отрицает этот шариат, он превозносит себя над шариатом, он отвергает этот шариат. Эта гордость становится причиной тому, чтобы человек вечно горел в огне, поскольку отвергание шариата Аллаха и вознесение над шариатом Аллаха считается куфром, а кафир никогда не войдет в рай. Вторая гордость, о котором идет речь в хадисе: если гордость человека заставляет его презренно относиться к людям, не выполнять свои права, которые он должен выполнять по отношению к людям, унижает их, превозносит себя над ними, этот человек, его гордость не становится причиной, чтобы он вечно горел в огне. Быть может, за эту гордость Аллах Субхану ва Тааля накажет его, если по своей милости не помилует. Вот, в общем, слова ученых относительно этого хадиса посланника, саллаллаху алейхи вассалям. Общий смысл хадиса, братья мои: кто проявляет гордость по отношению к религии Аллаха, к шариату Аллаха, превозносит себя над этими, когда ему приводят истину, он не признает, его гордость не позволяет ему послушаться Аллаху и его посланнику, принять то, что принес Аллах и его посланник, эта гордость, такая гордость становится причиной тому, чтобы человек, да упасет нас Аллах, чтобы вечно горел в огне. Прошу Аллаха, чтобы защитил нас, вас, наших близких, родственников, всех наших братьев и сестер от огня Джаханнама. Аминь. Если же наша гордость заставляет нас пренебрежительно относиться к нашим братьям, себя ставить выше, чем наших братьев, не выполнять свои обязанности по отношению к нашим братьям, но не отвергая шариат Аллаха, в этом положении, как остальных грешников, Аллах Субхану ва Тааля может наказать нас. Мы не войдем в рай, и вот человек, у которого есть такая гордость, не войдет в рай вместе с теми, которые первыми зайдут в рай. В общем, такова смысл хадиса посланника, саллаллаху алейхи вассалям. Аллах, если захочет этого человека, накажет вместе с другими грешниками, а если же захочет, по своей милости простит его и заведет в рай. А что касается слов посланника, саллаллаху алейхи вассалям: не войдет в огонь тот, у кого в сердце есть вера хотя бы на вес пылинки, здесь имеется в виду, он не войдет в огонь как неверующий человек. Если даже Аллах его накажет огнем, не как неверующего. Неверующего Аллах Субхану ва Тааля наказывает вечно, а верующий человек, если даже он получит какое-то наказание, но он какой-то рано или поздно, Аллах по своей милости вытащит его из ада, как пришло в хадисе посланника, саллаллаху алейхи вассалям: после того, как обитатели ада войдут в ад, а обитатели рая в райские сады, Всевышний Аллах скажет: выведите из адской обители человека, в сердце которого присутствует вера хотя бы весом горчичное зернышко. Имам Аль-Мунави сказал: самое маленькое зерно бывает у горчицы, сказал. Ученые говорят, самое маленькое зерно бывает у горчицы. Если даже вот столько веры есть у человека и не предавал Аллаху сотоварищей, не сделал что-либо из религий, которые выводят его из веры, но совершил много грехов, эта его вера становится причиной тому, чтобы Аллах рано или поздно вытащил человека из огня. Посмотрите, братья мои, какой склад сердца человека. Кто хранит в этом складе, в этом сердце иман хотя бы даже весом, как зернышко горчичное, этот вера человека выводит из огня рано или поздно. Кто хранит в сердце гордость даже весом с пылинку, это становится причиной тому, чтобы человек не вошел в рай вместе с теми, которые входят туда первыми. Или же, если это его гордость толкает его к тому, чтобы он не принимал истину, он вообще туда не зайдет. Прошу Аллаха, субхану ва тааля, чтобы Аллах лишил нас гордости, где это не положено. Среди братьев, среди мусульман, чтобы Аллах, субхану ва тааля, сделал наши сердца мягкими по отношению к братьям мусульман, чтобы наши сердца
не испытывали гордости по отношению к нашим братьям и сестрам. Амин. Вассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.